Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Надежда Викторовна Бысик. Я работаю аналитиком в Центре социально-экономического развития школы Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Вот такое длинное название, но на самом деле мы гораздо ближе к вам, чем название. И я руковожу проектом, который называется «Межрегиональный проект помощи школам с низкими результатами, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях». В нашей сети межрегиональной сейчас около 25 регионов, около, потому что с разной степенью активности регионы участвуют. Ну, в общем, нас много, но проблема у нас фактически одна. Расслоение школ, наряду с успешными гимназиями и лицеями, существование школ в сложных условиях, в которых концентрируются не очень хорошие ученики, в которых работают педагоги изо всех сил, желающие повышать свою квалификацию и профессионально развиваться, но у них не всегда это получается. И вот одним из таких инструментов развития и успешного преподавания является коучинговый подход, который может совершенно универсально применяться и на уроке, и во внеурочной деятельности, и в профориентационной работе, и в работе директора с педагогами, и в работе учителя или заместителя директора пускать на работе с родителями, и так далее, и так далее. И об этом всем я собираюсь вам сегодня рассказать. Но сразу хочу предупредить, уважаемые коллеги, вот сейчас под словом коучинг мы понимаем совершенно разные вещи. И поэтому вот я стою на позиции коучинга, который проповедует, неправильно сказать проповедует, продвигает федеральная международная организация коучинга, федерация международная. И поэтому я начну свое выступление с общей такой идеологии, которой мы придерживаемся, для того, чтобы вы максимально поняли, что для меня коучинг. И если вы разделяете мою позицию, то тогда я расскажу о том, как сейчас этот коучинг в школе применяется. Итак, коучинг. Слово, говорят, пришло из Венгрии, обозначает повозку или карету, которая быстро доставляет к цели. В отличие, например, от поезда, который идет по рельсам, делает конкретные остановки в конкретных местах, и, в общем, человек может только согласиться с расписанием, выбрать билет на уже существующий поезд и поехать со всеми вместе. А вот в повозке он может ехать туда, когда он сказал вознице, так быстро, как он захочет. И в этом смысле коучинг – это движение к цели, это метод раскрытия потенциала сотрудников с максимальной его эффективностью. Коучинг пришел из спорта, как метод, позволяющий улучшать спортивные результаты, но потом оказалось, что он улучшает любые результаты и в бизнесе, и в том числе в образовании. Вот сейчас нам уже совершенно точно понятно, что коучинг в образовании может быть, что это хорошая технология, которую можно признать инновационной образовательной технологией, и что учителя-коучи, и директора-коучи, и консультанты-коучи добиваются хороших результатов. Вот об этом расскажу. Итак, эмблема ICF, Международной Федерации коучинга, и 11 компетенций коучинга, которые может использовать любой учитель и руководитель образовательной организации. Вот под буквой А создание фундамента и заключение коучингового соглашения выделено, поскольку не очень нам подходит и работает в основном в индивидуальных практиках, когда коуч работает конкретно с клиентом. И сейчас на следующих слайдах вы тоже услышите слово «клиент», и в этом нет никакого ужаса. Любой человек, который работает с коучем, может быть назван клиентом в данной текущей ситуации, в данное время. Иногда таких людей называют чемпионами, потому что коучинг пришел из спорта, и, соответственно, задача коучинга в спорте формировать чемпионов. Но для нас важны пункты Б, С и Д, поскольку в них сосредоточены 9 основных компетенций коучинга из 11, и все они совершенно подходят к сфере образования, и даже чуть позже я покажу, насколько они связаны с нынешним федеральным образовательным стандартом. Но еще раз говорю, я бы хотела сейчас немножко остановиться на этих компетенциях, поскольку мы с вами должны иметь общее универсальное представление о том, что такое коучинг. И если под словом коучинг вы понимали что-то другое, то вам нужно присмотреться, почитать книги, документы, поговорить с профессиональными коучами, поскольку не всякая деятельность может коучингом называться, к командам имеет совершенно малое отношение, а имеет отношение к
некоторой философии, к психологии подхода к тому, как он должен измениться у учителя, у руководителя. Итак, немного о компетенциях коучинга. Вот третья компетенция – установление доверительных отношений. Это умение создать такую обстановку безопасности и поддержки, когда человек раскроется перед тобой, как эта бабочка, которая садится на руку человека, доверяя ему, в данном случае, свою судьбу и даже жизнь. И учитель-коуч, руководитель-коуч – это тот человек, который все время прислушивается к тому, что вокруг него, как чувствует себя ученик, как чувствует себя учитель. И не просто прислушивается, а спрашивает об этом. Но не начинает спрашивать в лоб: ну как ты? А сначала устанавливает доверительные отношения. Он все время подчеркивает, что он рядом с этим человеком. Он развивает в себе чувство эмпатии. И если мы говорим о коучинге в образовании, ну согласитесь, что это очень важно, установить доверительные отношения. И тот учитель, который доверительные отношения с учениками имеет, очевидно добивается большего прогресса в их образовательных результатах. Следующая компетенция – коучинговое присутствие. Это очень важная для нас, педагогов и руководителей в сфере образования, компетенция, поскольку она помогает нам быть осознанными. Вот мы недавно на курсах повышения квалификации спорили. По-моему, в «Комсомольской правде» вышла статья, которая называлась «Бермудский четырехугольник». В ней было написано, что эксперты Высшей школы экономики провели исследование и обнаружили, что учитель в классе видит только определенных детей, которые сидят на первых партах и которые сидят на среднем ряду. А вот дети, которые сидят на задних партах или по углам учебного кабинета, в поле зрения учителя не попадают. Что делать? Быть учителю осознанным. Делать что-то не по шаблону, не по привычке, не рутинно, а все время себя контролировать. И в этом плане очень помогает, например, кураторская методика, которую Константин Михайлович Ушаков и издательская фирма «Сентябрь» сейчас всячески прививают. Нам с вами даже есть курсы по этой методике. И в этой методике учителя работают в парах. Один урок ведет, а другой на уроке присутствует. И тот, кто присутствует на уроке, имеет небольшую форму, шаблон, обычный лист, на котором обозначен учительский стол, нарисован схематично, и парты в классе. И тот, кто наблюдает в течение всего урока, например, отмечает, сколько раз учитель подошел к разной парте, сколько раз он поговорил с этим учеником, сколько обратился к тому и так далее. И оказывается действительно так. К концу урока оказывается, что большее внимание учителя отнимают дети или занимают дети, которые сидят прямо перед ними на среднем ряду. Так вот, учитель-коуч – это учитель, который все время возвращается и совершенно осознанно думает, как ему взаимодействовать с теми, кто сидит в классе. Сколько раз и к кому он должен обратиться. И мало того, что думает, он даже планирует это перед уроком, потому что его задача на уроке по минимуму спросить не только сильного ученика, и не только среднего, но и слабого. И запланировать даже цели урока в отношении сильного, среднего и слабого. И очень хорошо, если он это делает с другими педагогами, которые потом приходят на урок и отслеживают, что на уроке происходит с разными учениками. Поэтому важная компетенция учителя-коуча – это коучинговое присутствие, когда он совершенно осознан и очень внимательно прислушивается, присматривается к тому, что происходит на уроке с каждым из его учеников. Следующая компетенция – активное слушание. Это очень хорошая компетенция, я думаю, что большинство педагогов ей владеет, поскольку это искренний интерес и фокус внимания на собеседнике. Дети очень чувствительны к этому. Конечно, педагог, который искренне интересуется учеником, заслуживает и доверия, и симпатии, и на уроках таких учеников у учителей, как правило, очень рабочая атмосфера, и дети с удовольствием работают. Учитель-коуч, конечно, выслушает ребенка перед уроком, который хочет рассказать, что произошло вчера, в какой он ходил в кино, или что произошло только что на уроке физкультуры и так далее. И он умеет сконцентрироваться на том, что говорит ребенок. А знаете, не выслушивать так вполуха. Ну да, ты мне сказал, ну да, хорошо. Нет, он концентрируется. Он желает понять смысл сказанного. Он держит паузу, прежде чем спросить ученика, вернее, когда он спросит ученика не очень успешного на уроке, и он никогда не говорит: ну садись, я так и думал, что ты не знаешь. Нет, он держит паузу, присматривается к этому ученику и ждет. Он активно слушает.
Следующая компетенция – постановка сильных вопросов. Как правило, в образовании сейчас коучинг олицетворяет с умением учителей, которые владеют коучинговыми технологиями, ставить правильные вопросы, сильные вопросы. И смотрите, вот здесь на так называемой стреле обозначены вопросы, которые поднимаются, и каждый из вопросов, который выше другого, он еще более сильный, еще более сильный. Большинство вопросов, которые мы задаем в школе, это закрытые вопросы «да», «нет». Они не несут никакого развития. Но есть, конечно, ситуации, когда требуется такие вопросы задавать. От них никуда не деться, мы не можем быть в коучинговой позиции 24 часа в сутки. Но все-таки, даже если вы уже предоставляете возможность альтернативного ответа ученику, это уже его развивает, потому что он вынужден сам делать выбор. Когда вы спрашиваете что, где, когда, то есть вопросы, на которые нельзя однозначно ответить «да» или «нет», это вопросы еще более высокого порядка, потому что они помогают ученику сосредоточиться, подумать, высказать свою точку зрения, обозначить свое понимание ситуации и так далее. Еще более сильные вопросы вот на этой стреле – это вопросы позитивные, в превосходной степени, вопросы расширения, а что еще, а что здесь можно было бы еще сделать. И очень самый короткий коучинговый вопрос «и». Но когда учитель не говорит много, а слушает, и задает очень короткий, но очень емкий вопрос «и», он помогает ученику сосредоточиться и еще более развернуться, расшириться, как говорят коучи. И, наконец, вопрос о будущих ценностях. Вопрос о будущем, важный коучинговый вопрос. И учителя-коучи им не пренебрегают. Причем он может быть задан в совершенно разных ситуациях. Ну, например, сегодня у нас тема «глаголы». Давайте порассуждаем, как бы вы видели себя в роли человека, который знает эту тему очень хорошо, который знает все про глаголы. Это человек какой? О будущем, о ценностях. А для чего нам нужно знать о том, что из себя представляют глаголы? А как это может быть полезно для вас? А что это несет человеку, который знает эту тему? Или, например, профориентационная беседа, когда воспитатель или учитель-коуч говорит: а кем ты хочешь стать? А почему? А почему важно тебе стать вот этим? А почему ты хочешь стать вот там педагогом, а не космонавтом? И так далее. И вот вопрос о будущих ценностях, о том, почему это важно для ученика, это вопрос, который очень редко в школе задают, но это очень важный вопрос, и его нужно задавать почаще. Следующая компетенция – прямое общение. Смотрите, какая интересная картинка на этом слайде. Два молодых человека передвигают шарик силой мысли. Они даже не говорят друг с другом. Но они могут даже силой своей мысли, думанием эффективно общаться. И вот прямое общение – это такая компетенция, которая делает воспитателя или учителя искренним. Когда он искренне интересуется и возвращает, он говорит: дорогой ученик, я вижу сегодня на уроке, ты не очень сосредоточен, ты грустный. Что случилось? Можешь поделиться? Чем я могу тебе помочь? Вопросы прямого общения. Иногда коучи называют эту технологию технологией гамбургера. Я вижу, что с тобой что-то происходит. Я вижу это потому, что ты грустен, потому что или ты нервный немножко сегодня, или что-то еще. Что это? Поделись со мной. Возможно, я могу тебе помочь. Итак, это компетенция прямого общения. Моя любимая компетенция – стимулирование сознания. Это способность интегрировать и точно оценивать многочисленные источники информации. Смотрите, какая интересная картинка. На одной стене проекция круг, а на другой квадрат. А вообще-то это цилиндр. Очень часто в нашей жизни бывают цилиндры, которые одним кажутся кругом, а другим – квадратом. И мы не можем найти точки соприкосновения. Мы спорим друг с другом. А наша задача как можно больше раскрыть ребенка, помогать ему взглянуть и с точки зрения круга, с точки зрения квадрата, повыбирать, подумать, пооценивать и так далее. Вот это стимулирование сознания, это важно для ребенка, но не менее это важно для разговора, например, директора с учителем, когда он спрашивает учителя о том, каким он видит себя на уроке или каким он видит себя в развитии профессиональной деятельности. И здесь мало сказать: ну да, я хочу на курс повышения квалификации. А что еще может стать
стимулом для твоего профессионального развития. А куда ты хочешь поехать? А почему ты хочешь туда поехать? А почему это важно для тебя? А почему ты хочешь учиться у этого педагога? А что есть такого у этого педагога, чем бы ты хотела владеть? Это все про стимулирование сознания. Проектирование действий. Понятная совершенно технология. Она успешно применяется педагогами. Они имеют такую компетенцию, например, в проектной деятельности. Здесь только важно, что не педагог проектирует, а проектирует ребенок или проектирует клиент, как мы говорим. А педагог или коуч, или педагог-коуч помогает создать возможности для непрерывного обучения, помогает увидеть эту траекторию. Ну и, наконец, компетенция планирования и постановка целей. Скажите, что она неприменима в образовании? Конечно же, нет. Разработать эффективный план, соблюдать его – это очень важная технология, тем более в наших условиях, когда мы все больше говорим об индивидуальном подходе, о выборе образовательной траектории учеником. Поэтому и здесь коучинг совершенно отлично работает. Ну и, наконец, то, что мы в нашей деятельности, чему уделяем, мне кажется, не очень много внимания, это управление прогрессом и ответственностью. Учитель-коуч или коуч вообще, или руководитель-коуч всегда, если встреча по какому-то поводу с учеником, например, или с учителем проводится больше, чем один раз, и на этой встрече рассматриваются какие-то схожие проблемы, то всегда учитель или директор начинает вопрос с того, что сделал ученик или клиент в течение времени, с того момента, как началась первая встреча, до текущего момента. Он спрашивает: как ты? Что ты делал в последнее время для того, чтобы свою цель реализовать? Какие были твои шаги? Но он оставляет ответственность на клиенте. Он не говорит: ну что ты ничего не делал, что будем делать? Нет, он говорит: а что будем делать? Очевидно, что ты не позволила тебе выполнить домашнюю работу. Что делать будем? Какие у тебя есть мысли, какие шаги ты хочешь совершить? Вот так работает коуч. А теперь давайте посмотрим на профессиональный стандарт педагога. Ну, например, общепедагогическая функция обучения. И вот здесь на слайде указано, чем должен владеть педагог. Мы абсолютно точно видим, что он должен владеть методами и формами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. Разве это не так коучинг? Или он должен разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения. И, конечно, лучшими коучами являются психологи, поскольку они очень много разбираются в том, что мотивирует человека, что позволяет ему действовать и так далее. И учитель должен использовать специальные подходы в обучении или организовывать различные виды внеурочной деятельности. Наименование направления развивающая деятельность. Разработка и реализация программ индивидуального развития с ребенком. Фактически профессиональные коучи занимаются тем, что они создают для любого человека, а в данном случае для ребенка, стратегию индивидуального развития, подбирая наилучшие, эффективнейшие пути достижения цели. Причем эти пути подбирает не коуч, а ученик. Коуч помогает ему увидеть множество путей и выбрать тот, который в настоящий момент является важным и актуальным. Учитель должен формировать систему саморегуляции поведения и деятельности учащихся. Он должен развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности. В общем, мне кажется, что применение коучинговых технологий позволяет как раз учителю реализовывать этот стандарт. Мы очень часто ругаем стандарт за то, что в нем сосредоточены слова о том, какими должны быть образовательные результаты, но мало сказано о том, как этих результатов достигать. Так вот, нам кажется, что коучинговые технологии – это как раз тот способ, который гарантированно позволяет достигать образовательных результатов, указанных в не этом стандарте, а в федеральном государственном стандарте общего образования. Ну и для этого коучи используют различные техники, модели, инструменты. Вот на этом слайде я вынесла то, что наиболее часто используют коучи-педагоги, коучи-руководители для того, чтобы работать со своими коллегами или учащимися. Например, справа смотрите модель GROW. Это модель любой коучинговой сессии, и даже коучи, которые работают платно, проводят такие сессии по модели GROW.
Смысл этой модели состоит в том, что разговор начинается с разговора о будущем. Коуч спрашивает, какую цель ты сегодня поставил перед собой? Пожалуйста, расскажи об этой цели. И разговор, который начинается с цели, это разговор всегда в позитивном духе, это разговор о будущем, а будущее всегда привлекательно. Коуч спрашивает, как эта цель выглядит в идеальном варианте, каким бы ты хотел стать через 20 лет. Опиши себя, во что ты одет, куда ты идешь, что в твоей голове. Это очень важно, начинать с цели, а не с того, как все плохо и что нам теперь делать. А вот когда цель уже, образ цели нарисован, то согласно модели Гроу изучается реальность и возможности, которые позволяют из реальной ситуации перейти к цели. Слева, смотрите, совершенно замечательная технология, она называется технология Уолта Диснея. Я знаю, что в школах она сейчас очень активно применяется. Смысл технологии состоит в том, что если мы хотим создать нечто необычное, нечто важное, нечто совершенно потрясающее, мы должны использовать 3 шага достижения этой цели. Сначала мы находимся в позиции мечтателя, мы задумываем какую-то совершенно удивительную, амбициозную, мотивирующую цель. И только потом, когда эта цель нами задумана, продумана, описана, как будущая цель, мы переходим в позицию реалистов, которые пытаемся найти реальные способы достижения этой цели. И поверьте, если цель привлекательно мотивирует, и ученики на уроке, и педагоги на педсовете найдут очень много способов реальных достижения этой цели. И только потом, на 3-м этапе, включаются критики, которые из всех способов отбирают только те, которые можно выполнить наиболее эффективно. То есть на них не требуются большие финансовые ресурсы или затраты времени, или нет серьезных противодействий и так далее. Но мы-то с вами привыкли действовать по-другому. Мы начинаем думать о какой-то цели, и тут же включается наш внутренний критик, который говорит, нет, это точно не получится. И если мы между мечтателем, между нашей целью и критиком поставим вот этого самого реалиста, который подумает о том, как это может быть реализовано, мы гораздо больше будем близки к реализации вот этой большой, интересной, амбициозной, вдохновляющей цели, чем если мы сразу включим критика. Ну и колесо компетенций тоже активно применяемая технология, когда наш образ, наша будущая цель делится на сегменты. Каждый сегмент – это часть пути достижения к цели. И мы начинаем шагать от единички в центре круга маленькими шагами, приближая к цели, планируя эти маленькие шаги. И таким образом наше движение к цели становится наиболее эффективным. Так работают коллеги, учителя-коучи, так работают директора-коучи. Ну, есть еще интересные модели, которыми я с удовольствием поделюсь. И даже если вы сегодня присутствуете на вебинаре и слышите про коучинг впервые, вы можете спокойно читать презентацию и эти модели применять. Модель Т. Ну, вот здесь она стрелочками, но вообще можно ее представить просто как букву Т, где горизонтальная линия – это расширение, а вертикальная – фокус. И как работает модель Т? Вы разговариваете с учеником о какой-то цели в будущем и помогаете ему расшириться, как говорят коучи, то есть придумать несколько способов реализации этой цели. Ну, например, он хочет поехать на Олимпиаду. И мы разговариваем и спрашиваем, а когда ты хочешь поехать на Олимпиаду? Ну вот, через год. А что ты должен сделать в течение года для того, чтобы иметь возможность поехать на эту Олимпиаду? Он говорит, я должен заниматься, я должен посещать дополнительные занятия, я должен здесь читать и так далее, и так далее. И в первые 5-10 минут заканчиваются банальные ответы. Все знают примерно, что нужно делать, чтобы поехать на Олимпиаду, чтобы выиграть, да, какой-то очередной тур и поехать куда-то на тур муниципальный или региональный. В первые 5 минут заканчиваются банальные шаблонные ответы. И тогда учитель-коуч задает совершенно потрясающий, простой, но очень важный вопрос. А что еще ты можешь сделать? Ученик замолкает и начинает думать. И действительно, наверное, есть еще какие-нибудь способы. И он вместе с учителем начинает придумывать какие-нибудь способы. Ну, я не знаю, например, он говорит, а вот у меня брат студент. Вот я решил, что я буду только в школе заниматься. Вообще-то я смогу и с братом поговорить. Или не мой брат студент, а есть интересный там студент, которого я знаю, который мой друг и так далее. А потом я могу не только там что-то в интернете посмотреть, но и сходить куда-то. У нас вот есть рядом университет, туда всех не пускают, но, в общем, я, наверное, могу на какие-то мероприятия сходить.
И это тоже важно подготовиться. И таким образом, задавая вопрос, а что еще, а что еще, а что еще, коуч помогает ребенку расширить возможности реализации его целей, уйти от банальности, придумать то, что ему наиболее интересно. И вот когда такое расширение произошло, и придумано уже много способов, учитель-коуч задает вопрос, а что из сказанного самое интересное для тебя? И теперь ученику нужно сделать выбор. Не обязательно самое интересное, может быть, самое важное, самое реальное сейчас, самое актуальное и так далее. Но в любом случае вы чувствуете, что учитель разговаривает с учеником, и он только задает вопросы, а ученик думает о своем будущем. Он рассуждает, он придумывает способы, и потом он сам выбирает то, на чем хочет сфокусироваться. Эта модель работает, коллеги, и на уроке, и в разговорах с учащимися, и работает, когда директор говорит с педагогом, и работает, когда педагог говорит с родителями. Следующая модель – техника шкала, даже еще проще. Когда вот здесь находится будущая цель, а вот здесь текущее состояние. И надо понять, как добраться до этой будущей цели. И совершенно непонятно, как это сделать. Тогда учитель-коуч предлагает вот этот большой путь разделить на ряд шагов, например, на 10 шагов. И тогда он спрашивает, вот мы можем с тобой использовать технику шкалу, мы можем разделить весь наш путь на 10 шагов. Что это будут за шаги? И ученик говорит, ну, наверное, это будут шаги по неделям. В эту неделю я сделаю это, в эту неделю то, в следующую то. А другой говорит, ну, наверное, это будут шаги, что мне важно сделать. И тогда на первом шаге для меня будет важно вот это, а потом вот это, а потом вот это. И таким образом получается конкретный план действий. Сначала коуч спрашивает, а где ты, на каком шаге? А что тебе нужно, чтобы перейти на следующий шаг? Такая технология точно работает. Ну и сейчас, конечно, у нас еще мало сделано и очень многое предстоит сделать для того, чтобы коучинг распространился не только в школах с низкими результатами в сложных условиях, но и вообще в школах. И для этого мы задумали 2 серьезных шага, которые состоят в том, что мы разрабатываем программы повышения квалификации и для руководителей образовательных организаций, и для педагогов. Вот здесь на слайде мы представили наш подход в области работы с руководителем. Вы все, наверное, слышали, может быть, если здесь присутствуют руководители, они точно помнят, что они учились по такой программе, которая называется «Эффективное управление». Она была разработана в 2007 году, в разной последовательности распространялась в регионах, где-то дошла уже в 8-м ее реализовывали, где-то в 10-м, даже позже. И вот здесь с левой стороны мы приводим учебный план, как вообще эта программа выглядела. Вот вспоминайте, наверняка какие-то модули вы точно проходили. А модули были таковы. Правовые основы, оценка деятельности современного учреждения, деловое администрирование, экономико-финансовые основы управления, внедрение ИКТ и так далее. И вот эта большая 12-модульная программа, так или иначе, большинством институтов развития образования реализовывалась. И сейчас реализуется. И готовит директоров-менеджеров. В этом нет ничего ужасного, поскольку по временным требованиям к тарифно-квалификационным характеристикам директора должны обладать дипломом менеджера или дипломом по специальности государственное муниципальное управление. И сейчас мы можем сказать, что большинство наших директоров, большинство директоров корпуса – это директора-менеджеры, которые знают и правовые основы, и экономико-финансовые основы, и деловое администрирование. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что вот эти знания являются самыми актуальными на сегодняшний день. Самыми актуальными на сегодняшний день являются знания в области педагогического лидерства. А педагогическим лидером мы называем директора, которого раньше, когда мы все читали с вами Сухомлинского, называли учитель учителей. Это тот человек, который очень много знает про образовательные технологии, про обучение и воспитание и ведет за собой, вдохновляет педагогов и умеет работать с педагогом. Самый главный объект, с которым работает директор, педагогический лидер, это педагогический коллектив. Самая главная задача – это улучшение качества преподавания. И здесь наилучшим образом подходят коучинговые технологии, поскольку коучинг – это разговор о человеке, раскрытие его потенциала, это наиболее эффективные способы профессионального развития и так далее. И поэтому мы разработали фактически уже программу, которая называется «Управление эффективной школой 2017». Она может реализовываться в разном варианте, от 38 до 72 часов и больше.
И она состоит из некоторых вещей, которые здесь на слайде указаны. Значит, это программа повышения квалификации руководителей и заместителей. Она предполагает 38-часовой очный модуль, то есть это 2 полных учебных дня. И 16 часов очных и 22 дистанционных, поскольку обязательно после того, как ты узнал, что такое коучинг, надо обязательно потренироваться. И мы даем время на то, чтобы потренироваться, а потом рассказать нам о том, как вы коучинг применяете. Программа реализуется под эгидой значит, Международной коучинговой ассоциации, даже очень похожа на программу, которым вообще любых коучей учат, и она называется «Курс знакомства основного коучинга». В чем ее особенность? Мы считаем, что грамотный и правильный подход должен включать не только вот эти 22 часа, а должен помогать сопровождать директора, осваивающего коучинговый подход в течение определенного времени. Именно поэтому мы предполагаем, что в рамках программы директор должен иметь возможность получить 6 индивидуальных коуч-сессий с профессиональными коучами и пройти 2 групповых менторинга. Менторинг – это групповой разговор о том, что получается и что не получается, и профессиональный коуч помогает. Вот такое сопровождение со стороны профессиональных коучей, оно, конечно, сделает программу наиболее эффективной. И я думаю, что, наверное, вот во второй половине года эта программа уже пойдет, в разных регионах будет реализована. И мы работаем с Международной федерацией коучинга для того, чтобы профессиональные коучи совершенно бесплатно, как волонтеры, работали с нашими директорами, помогая им освоить коучинговый подход. Вот еще одна программа. Это программа «Основы коучинга» для педагогов. Здесь мы представили темы курса. Она тоже двухдневная в очном формате. И потом есть определенные часы, когда, значит, педагог всего лишь должен все попробовать из того, что вот этих 11 тем, и поговорить с куратором программы о том, как у него получается. Значит, сейчас эта программа уже прошла, можно так сказать, этап апробации. Мы провели первый семинар в Новосибирске. Мы работали вместе с моим коллегой Ириной Аняновой из Свердловского института развития образования. Она вела очную часть, она тоже профессиональный коуч Федерации АСЕФ, а я вела заочную часть и даже еще веду, поскольку мы разделили слушателей, и я провожу консультации часовые, в котором мы с педагогами обмениваемся мнениями о том, как они применяют коучинг после курсов, как они понимают технику шкала, колесо, модель Т и так далее. И какая им помощь от меня нужна. Я их спрашиваю как коуч, чем я могу быть полезна, что вы хотите сегодня услышать, и что будет наиболее важно в нашем с вами сегодняшнем разговоре. Ну а дальше, коллеги, я должна задать серьезные вопросы себе и вам, поскольку в теме моего вебинара было анонсировано, что я должна сказать вам о том, как работают коучи-консультанты. Но, к сожалению, коллеги, мы пока не наблюдаем коучей-консультантов. Вот если мы говорим о коуче серьезно, не просто когда муниципальный методист переименован или назван гордым словом коуч, и вот он пошел работать. Нет, мы говорим о коучинге, когда это человек, который или прошел сертификацию, то есть у него есть сертификат профессионального коуча, или о том, когда человек прошел курсы и может пользоваться коучинговым подходом. Вот. Пока таких примеров я много не знаю. Но я должна сказать, что в нашем проекте сложились совершенно уникальные практики, в которые коучинг может очень быстро внедриться и распространиться. Вот, например, здесь на слайде мы показываем вам опыт Красноярского края, который в рамках проекта создал координационную группу на базе Института развития образования и закрепил фактически персонально членов этой координационной группы за некоторым количеством школ. 3-4 школы у каждого консультанта. И вот этот человек-консультант, работник Института образования, он активно работает со школой, помогая решать какие-то проблемы, подсказывая. И вот нам кажется, что эта схема очень хороша. И если, например, консультанты примут как важное основание своей работы коучинговый подход, то они в том числе и коучингом могут заражать школы и работать в коучинговом стиле. Значит, здесь, вы знаете, поскольку все-таки у нас есть проект, связанный со школами в сложных условиях,
то я посчитала важным вынести на слайд, что еще делают, значит, в разных регионах, муниципалитетах на муниципальном уровне, на школьном уровне, для того, чтобы школы в сложных условиях получали поддержку. Но я отдаю эту презентацию нашим организаторам, они, конечно, ее разошлют, и я думаю, что вы ее посмотрите. Я бы хотела сейчас немножко пролистать и показать вам еще несколько слайдов о том, как коучинг работает. Ну вот, например, в Калининградской области, в Институте развития образования, есть такой ресурсный центр советский, муниципальное, фактически подразделение муниципальной методической службы, в которой коучинг внедряется на системной основе. Руководит центром Ирена Ивлева, тоже профессиональный коуч. И многие мероприятия, которые центр проводит, они строятся как коучинговые мероприятия. Вот здесь прямо на сайте, мы вывесили их сайт. Это новый проект Калининградского института, который консолидирует усилия экспертов и продвигает коучинговый подход. И название этого слайда выделено как гиперссылка. Если вы на нее кликните, то вы как раз вот на этот сайт попадете и сможете поподробнее узнать, как коучинг распространяется в Калининградской области. Следующий сайт. На этой фотографии вы видите Викторию Евтюкову. Это директор школы номер 5 поселка Красный Сулин Ростовской области. Это человек, который получил сертификат профессионального коуча и активно внедряет коучинговый подход в школе. Сейчас, по-моему, у него уже 5 или 6 педагогов получили сертификат. И вы представляете, какая это хорошая команда для того, чтобы во все сферы деятельности школы внедрялся коучинговый подход. Это очень важно. Виктория Евтюхова у нас вела семинары, она рассказывала, как они это делают. И вообще коучинг попадает в школу двумя путями. Первый путь – это через директора, когда директор сам увлечен. И это очень хороший путь, поскольку он очень мотивирует педагогов, они смотрят на директора, воспринимают его как ролевую модель и, в общем, быстро и качественно учатся. Второй путь – это путь, когда некоторые педагоги получают возможность овладеть профессией коуча. Я чуть ниже покажу, значит, сайт, который называется «Коучинг в образовании», где можно подать заявку на бесплатное обучение коучингу. И вот эти педагоги тоже образуют группу и заинтересовывают таким образом директора. Вот сейчас мы говорим о том, что возможно еще и третий путь, когда команда коучей-профессионалов формируется на уровне муниципалитета или региона, и она помогает школам почувствовать интерес к этому делу и, в общем, начать учиться и начать применять. И этот сайт «Коучинг в образовании», даже это не сайт, а портал, у меня, по-моему, ошибка, да, в образовании, неправильно написала. «Коучинг в образовании» пишется единым словом, без всяких пробелов. Если вы так напишите, то вы пойдете на портал. Значит, руководителем портала является Наталья Гульчевская, это мой личный учитель. Когда-то она меня привела в коуч, тоже учила. И вот я должна сказать, что первая часть моей презентации про компетенции коуча, это, в общем, ее слайды, но она разрешает их распространять, в этом нет проблем. Для того, чтобы объяснять педагогам, что такое коучинг. На портале вы найдете материалы про коучинг, статьи, которые пишут учителя и руководители коучей, уже действующие. Вы найдете возможности обучения коучингу в разных частях нашей страны, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в северо-западном регионе, и так далее. И, в общем, это очень хороший портал для того, чтобы коучингом заниматься и его продвигать. Ну и надо сказать, что коучинг – это одна из технологий, которые мы применяем для того, чтобы улучшать образовательные результаты в школах. А вообще-то, если мы хотим, чтобы наш проект развивался внутри региона, то, значит, должны быть выполнены четко 4 условия. Во-первых, должна быть создана инфраструктура проектов, и коучинговые центры поддержки тоже должны входить в эту инфраструктуру. И самая главная цель всех и органов, которые входят в эту инфраструктуру, состоит в улучшении образовательных результатов всех учащихся. Дальше должны быть разработаны и реализованы специальные программы квалификации. Тут я хочу еще раз повториться, что мы разрабатываем специальные программы. Ну, в общем, если в вашем регионе есть профессиональные коучи, и у них есть курс основы коучинга, то это тоже хорошая форма, и вполне можно основы коучинга осваивать на этом курсе. Дальше необходимо обязательно измерять вместе с региональным центром оценки, который по большей части, значит, формирует рейтинги школы, выделяет школы в сложных условиях, то есть как бы рассказывает нам о том, что мы не очень успешны. Но при этом они продолжают свои измерения
И если в течение года в учреждениях, которые включены в программу поддержки школ, видны положительные изменения, то первый, кто об этом узнает, это региональные центры оценки качества. Ну и еще одной важной составляющей региональных программ является взаимодействие между школами в сложных условиях и РИПами, то есть региональными инновационными площадками, лучшими школами, которые очень успешно помогают и в методическом плане, и в материально-техническом плане, например, ведя через интернет уроки для сельских школ, и таким образом способствует тому, что школы в сложных условиях насыщаются ресурсами, которых у них не было изначально. Вот это вся моя презентация. Сейчас я ее закрываю. У нас есть возможность пообщаться в чате. Значит, где можно научиться применять инструменты, о которых вы рассказываете. Ну вот я говорю, для того, чтобы научиться узнать об этих инструментах, научиться их применять, нужно либо заказать курс «Основы коучинга», чтобы мы приехали к вам, поработали, либо поискать профессиональных коучей в вашей территории, и там наверняка есть сертифицированные тренеры, которые могут вести курс «Основы коучинга» и которые рассказывают об этих всех инструментах. Если есть еще вопросы, я буду готова отвечать. Коллеги, пишите в чат. Если у вас есть вопросы, пишите в чат. Он у нас сейчас демонстрируется, и я буду отвечать. Но пока вопросов нет. Ну что, моя презентация будет доступна. Я думаю, что организаторы обязательно ее разошлют всем участникам вебинара. На первом слайде этой презентации есть мой электронный адрес. И вы можете писать письма. Кроме того, у нас есть группа ВКонтакте. Если вы активно участвуете в социальных сетях, ВКонтакте наберите «Эффективная школа» и зайдите в нашу группу. Она выглядит как такая, знаете, такая академическая шапочка с кисточкой на желтом фоне. Вот если вы такое увидите, то вы можете к ней присоединиться. Это наша группа ВКонтакте. Мы все время туда вывешиваем всякие посты, в том числе и про коучинг, очень много распространяем. Заходите на портал «Основы коучинга», ищите в Фейсбуке прямо меня, потому что я со своей страницы делаю всегда перепосты, в том числе про коучинг. Меня зовут Надежда Бысик, и мои имя, отчество и мой адрес есть на первой странице. И у нас есть группа на YouTube. И, кстати, в этой группе вы найдете ролик, который мы записывали с Викторией Евтюховой, директором школы «Красный Сулин» Ростовской области. Она рассказывала о том, как коучинг устроен у них в школе. Итак, YouTube, группа «Эффективная школа», и там вы можете познакомиться с опытом коучинга. Ну что, завершаем? Итак, уважаемые коллеги, теперь я думаю, что вы можете наблюдать меня. Я бесконечно признательна была за то, что я имела возможность поговорить про коучинг, поскольку коучинг для меня очень важная часть жизни, и я активно пытаюсь и стараюсь его применять и на семинарах в групповой работе, и в своей текущей жизни, когда общаюсь со своими коллегами. Спасибо, коллеги. Если вопросов больше нет, то будем завершать. Ну все, всего хорошего.